В чем достаточно очень серьезных обстоятельствах дела. Уважаемые коллеги, правозащитники, товарищи наши, особенность рассмотрения любого вопроса, в особенности такого вопроса, связанного с тем, что идет речь о совершении тяжких и особо тяжких преступлений, важно бы сказать, что она заключается в том, что, во-первых, мы являемся мусульманами, мусульману бошмадуевой, ах нохчидуевой, в рамках ислама, в шариате, вернее, в исламе и нашего великого и священного адата чеченцев, мы обязаны, и на нас есть обязанность говорить эту правду, несмотря ни на что, и говорить ее при любых обстоятельствах, в любом раскладе. Так вот, я буду коротко называть конкретные факты, и очень серьезные факты, которые свидетельствуют о совершении тяжких и особо тяжких преступлений работниками полиции. И буду их называть некоторых поименно. Так вот, 14 августа 2017 года я вступил в дело как защитник по делу Абдулмежидова Абдулхалима Абдулаевича, жителя города Шали, которому была инкриминирована статья 208. Ну, чтобы это было понятно для тех, кто не знает, это незаконное участие в вооруженном формировании. Так вот, в районном суде и в Верховном суде мной были представлены огромный, я подчеркиваю, перечень неопровержимых доказательств невиновности моего подзащитного с одной стороны и совершения тяжких и особо тяжких преступлений работниками, оперативными и следственными работниками по предварительному сговору против Абдулмежидова и его семьи. Это доказанный факт. К этому я буквально несколько моментов озвучу, как доказательство, что машину его забрали, продали своим работникам полиции. В этом деле участвовал ранее работавший в Шалинском раводе нотариус, некий Хасиев Сулейман Султанович. Дальше, оперативные работники выбивали из Абдулмежидова показания путем жестокого избиения, пыток электрического тока в ночь на... Да. In svoj krugli stol hvatinjal задачите, palим отойти до элфицум, адвоката, он и чоловік хатстадим, а конкретно фамилии шош, а конкретно хаку идин бош, вой диц дуйлечку, чо масер шварт диц умнашто, вой тавана гулдалар бахан, дела хар иш нарушение, шухар вой хардич нислур далития. С вашей стороны, я именно к этому хочу прийти. И я подскажу механизм решения. Я понял. Я только констатировать буду факты и расскажу механизм. Какой механизм? Нам очень важен, для всех нас сегодня важен механизм разрешения этого вопроса. Что нам в этой связи делать? Как нам остановить этот беспредел, произвол, беззаконие? Я к этому приду обязательно. Так вот, я не буду перечислять эти доказательства, чтобы сэкономить время. Дальше что происходит? Вина не доказана. Районный суд, Ленинский районный суд, судья Дадашев назначает наказание лишения свободы 8 лет и 4 месяца. Совершенно невиновный человек сидит в колонии, 12-й колонии Нижегородской области. Дальше что происходит? Задерживается 14 человек, жителей Шалинского и Курчеловского района, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье 208 и 222. Это незаконное участие в вооруженном формировании, то же самое, и незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Здесь они все 14 человек есть, я, чтобы время сэкономить, не буду их называть поименно, по просьбе, чтобы сэкономить время. Все эти лица есть попавшие в руки работников моих коллег, адвокатов и правозащитников, список, который состоит из 67 человек, на котором есть фотографии. Под каждой фотографией фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, домашний адрес. Это жители Шалинского и Курчеловского района. В верхнем углу написано газетным шрифтом: трое из списка переданы в ЦПЭ.
Для тех, кто это не знает, я переведу. Центр противодействия экстремизму. Значит, эти лица все, в том числе и Абдумиджидов, которого я сопровождал, и эти 14 подвергались в 4 подвалах зданий на территории полка патрульной службы полиции номер 2 МВД Чеченской Республики жестоким избиениям и пыткам электрического тока, голоду и жажде, выбивая из них показания в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Я прошу прощения. Равнодушно об этих вещах говорить невозможно. Это уже накипело. Далее, что происходит? 13, 18, 19, 20 февраля текущего года задерживается 9 жителей Чечен-Аула, о которых здесь шла речь. Их на территории УМВД, сперва в двухэтажном здании ГБР, так называемой группы быстрого реагирования, затем после пыток и издевательств над ними переводят их в уголовный розыск в здании УМВД непосредственно, где также продолжают насилие над ними. Их просто до изнеможения избивали и пытали током и подвергали голоду, от которого один из названных моим коллегой Асуевым Сурго, значит, Магомадов, потерял сознание от голода и упал. И попал в больницу. И попал в больницу, это правда. Значит, что происходит на этой территории? Это УМВД. Значит, у нас вместо того, чтобы руководство, подразделение, которое не состоялось как таковое, которое должно было бы подать в отставку, когда им говорят, что вы не только не справились, при вас совершены грубейшие нарушения прав человека и так далее, они не только не уходят, они продолжают это творить. Ну, наверное, с чего-то попустительства. Это не просто так, наверное, происходит. И в этой компетенции обдочного прошлого, как они работают, почему они сегодня работают. Все, я закругляюсь. Значит, я сейчас скажу это предложение. Здесь присутствует мама одного из следственно арестованных, Нуханова, Ислама Саламбековича, который точно так же подвергался насилию на территории УМВД и до сих пор является следственно арестован. А это больной человек, наполовину слепой, который не в состоянии прицелиться из пистолета, который ему приписан. Здесь можно было бы в подробностях. Я готов кому угодно из присутствующих, если меня пригласят, я говорил об этом 19 июня на форуме, где присутствовал замминистра Алавдинов Апти, что пригласите меня, я вам представлю неопровержимые доказательства преступной деятельности этих мерзавцев и негодяев, которых надо поставить на место в конце концов. Так вот, все, я прихожу к последнему моменту, не буду занимать много времени, хотя то, что я говорю, является наиболее важным по проблеме, которая возникла и в связи с чем мы сегодня здесь находимся. Значит, механизм. Каков механизм решения этого вопроса? Вот наш состав, который здесь находится, он на самом деле, правильно сказал мой коллега, мы ничего здесь не решим. Результатом сегодняшнего заседания круглого стола должен быть документ, который должен лечь на стол главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Вот что может поставить точку в этом деле. И не иначе. По-другому ничего из этого не будет, уважаемые. Я вам авторитетно об этом заявляю. Сюда надо было пригласить как минимум заместителей руководителей силовых структур наших, Следственного комитета Соколова, скажем, значит, зампрокурора республики сюда пригласить, то есть лиц ответственных и полномочных решить этот вопрос и выйти напрямую на главу Чеченской Республики с этим вопросом. Все это дальше уже терпеть нельзя, понимаете? Это терпеть дальше нельзя. А вы сами подавали туда? Конечно. Конечно. Я вам в качестве примера приведу еще один факт. По Абдулмежидову из жителя Шали я написал письмо на имя главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, в котором в доказательной форме изложил все это по нему конкретно и в конце указал.
именем Всевышнего Аллаха и нашего пророка Мухаммада прошу вас не допустить незаконное лишение гражданина Чеченской Республики Абдулмежидова Абдулхалима Абдуллаевича. Я уверен, что мое заявление до Рамзана Ахматовича не дошло, потому что 5 мая 2016 года на расширенном заседании правительства Чеченской Республики Рамзан Ахматович дословно сказал следующее. Я скажу это на родном языке, поскольку звучало это из его уст на родном языке. Сашикапяк Махбат, бяхбот сакчуальнчул асабит арал гатсада. Дала ос Аллах даже хабит арал гатсуайла. Шаш лерок хату юил хахуш и хату лерош болчан. Дал гатсуайльтан хабини. Вот что я хотел сказать. Если есть ко мне какие-то вопросы, я готов ответить на вопрос любого из присутствующих. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот эта ситуация, которая прозвучала с ваших уст, оно актуально на сегодняшний день? Задерживаются люди в селах, и происходит ли это на сегодняшний день? Отвечаю на ваш вопрос. До сегодняшнего момента каждый день круглосуточно идет задержание по всей республике толпами молодежи, которая подвергается насилию. Из которых факты уже приведены. Мне сейчас вот сокращает мое выступление, я бы мог назвать поименно. Значит, это люди, часть из них уже находится от 8 до 15 лет лишения свободы в колониях по всей Российской Федерации, а часть находится из них сегодня, значит, в нашем доблестном УМВД, которые незаконно содержались, и находятся в следственном изоляторе в качестве уже следственно арестованных. Вот что происходит. Продолжается. Вот это ответ на этот вопрос. Да. Я единственное, что хочу сказать, почему, вы говорите, там ограничили, потому что, вот как вы сами сейчас говорили, от того, что мы это сейчас будем перечислять, да, как говорится, одно мы поняли, что у вас есть большой список лиц, что у вас есть доказательная база того, что они невиновные, да, поэтому можно перечислять, вот этот факт, самое главное, да, сейчас важен был этот факт. Вы говорили о том, что механизмом решения этого вопроса вы видите выработать документ, да? Да, да. Вот. Поэтому вот это вот предложение о выработке документа, вот можно было бы взять за основу и подумать о том, кто бы мог заняться тем, чтобы выработать этот документ, да, чтобы потом мы могли о Мабахаре уже там думать, куда его и как его согласен с вами. Вот, поэтому согласен. Вот это то, над чем можно, да, совместно подумать. Да? Вашего позволения буквально 1 минуту еще. Вот в моих руках текст моего выступления в Верховном суде Чеченской Республики 8 и 9 июля. Я его начал со слова «Бисмилляхи рахмани рахим». В этом документе на 35 листах приведены неопровержимые доказательства, я подчеркиваю, неопровержимые доказательства преступной деятельности оперативных и следственных работников УМВД по Ширинскому району, которые напрямую связаны с работниками полиции УМВД по городу Грозный. Вот вам доказательства. И последнее. Джимнагдона Кигириазин Халари, Докнагдона, Дахи Эльф Халарби, Кайес Дождас, Харсабуйна де Корандос. Сакарала Мазду, Сабдабадера, Садуйбацавал, Чауевал. Ходели Вадуасен, Ходел Деш Оранд, Чауйохас. Миска Заратал Шекойоч. И Зуламдей, и оперативный следственный Беловой, Ослятан Ошоч, Абдулмежидов Хаах. Ослятан Чувак Чабакс Боч, Вейтани Хаах. Ослятан Чуал Ошоч, Исани Хаах. Ослятан Чуал Ошоч, Халашоч, Нуханов, Индирик Андона, Ислам Хаах. Лятан Чабакс Бол Инах Дона, Отер Бях Беш Дона, и оперативный следственный Беловой Хиллер. Тешал Дохас Ходел Деш Оранц. И последнее. Все, дайте мне, пожалуйста, я вас очень прошу, 30 секунд дайте мне, 30 секунд. Я готов доказать любому в этой республике то, что эти преступления совершены не этими следственно арестованными, а совершены оперативными и следственными работниками этих подразделений. Вот что я хотел сказать. Что мне 63 года. Я написал жалобы в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру,
ФСБ России, значит, МВД России, на руководителей, в которых прямо указал, что в связи с моей деятельностью по защите интересов незаконно задержанных и следственно арестованных, в отношении меня могут быть применены незаконные меры воздействия, провокационных действий, поскольку замначальника Шаринского РОВД в присутствии подвергаемого пыткам электрического тока моего подзащитного кричал: подсуньте этому адвокату под машину взрывное устройство или наркотики подбросьте, уберите его из этого дела, иначе он нас пересажает. Я себя этим хотя бы подстраховал и вам хочу заявить, что никакого отношения за всю свою жизнь ни к наркотикам, ни к незаконно хранящемуся или ношению оружия или других противозаконных действий я не имел и иметь не буду. Это на тот случай, если в отношении меня будет совершена какая-либо провокация. У меня все. Благодарю за внимание. Да,